Ну, отличительная черта есть, это язык. Вы снимаете картины на якутском языке. Вот я сейчас смотрел картину, сделанную в Бурятии, она сделана на русском языке. Якутия, и это очень важно, снимает картины на своем родном языке. Это уже сразу как бы дает им совершенно другое, как бы, другое культурное содержание. Но при этом эта картина достаточно разноплановая, разнообразная. Вот я в один день посмотрел две картины. Картину Никиты Аржакова про 70-е годы, выдержанную в таком абсолютно классическом ключе, я бы сказал, хорошего советского кино того времени, о котором рассказывает фильм, и, может быть, поэтому это оправдано. И рядом картина «Дорога», которая была сделана совершенно в другом плане, совершенно в другом ключе, с как бы экспериментальными реминисценциями каких-то великих режиссеров, не только отечественных, но и зарубежных, с попыткой как бы создать свою стилистику. Вот, это совершенно другая вещь. Скажем, картина Аржакова, может быть, будет пользоваться вниманием и интересом в России в первую очередь. А картина «Дорога», в свою очередь, может пользоваться интересом среди фестивалей международных. Она такая фестивальная картина. Есть картины, которые, как, например, картина «Мотылек», которая вот относится к тому типу фильмов, о котором я говорил, как визуальная антропология скорее. Вот, с очень точным воспроизведением нравов, быта, традиций, обычаев, с мелодраматическим сюжетом. Вот три картины в одной программе, они совершенно разные. Специфику нужно иметь в таком фестивале, как ваш. Ну и потом продумать, какое звучание он хочет иметь. Потому что есть фестивали, построенные на том, что привозят популярных актеров и показывают просто последние картины отечественные, которые нигде трудно посмотреть в прокате, которые до кинотеатров не доходят. Это один тип фестиваля. Второй тип фестиваля, и ваш фестиваль скорее тяготеет к этому типу, это, помимо всего прочего, и представление своей продукции, вот, якутской продукции, и проблематики, которая связана с Якутией. Есть фестивали региональные, то есть берется, скажем, и у вашего фестиваля тоже есть такая возможность, берется там Якутия, Бурятия с одной стороны, и Китай, и Дальний Восток с другой, и собирается вокруг этого программа. Если фестиваль хочет стать международным в полном смысле этого слова, то есть стать известным за рубежом, чтобы приезжали кинематографисты зарубежные, чтобы показ на этом фестивале имел какой-то более широкий смысл, здесь нужно очень точно рассчитать, а какую именно вот платформу фестиваль займет. Пока сказать трудно, именно потому, что у него так много возможностей, собственно говоря. И каждая из этих возможностей в какой-то степени отражена в программе нынешнего фестиваля. Темы могут быть очень разные, но главное ведь определяет талант людей, которые это делают. Мне интересны искренние талантливые картины, которые сделаны с чувством стиля, картины, в которых художник стремится не только сказать вразумительно то, что он хочет сказать, но и сказать это в каком-то определенном эстетическом ключе. И, конечно, как всегда в таких кинематографиях как бы локальных, очень интересны связи, значит, национальных традиций, достаточно давних, с современной жизнью, как одно преломляется в другое. Вот мы в беседах вот жалуются якутские кинематографисты, что у нас вот сценарная проблема есть. В принципе, для решения сценарной проблемы я бы предложил очень простой путь. Возьмите свою мифологию, традиционные истории, сказки, сюжеты, предания. Если у вас не хватает профессиональных сценаристов, чтобы превратить это в сюжет, ну, скажите сценарий, пусть на основе местного фольклора, скажем, делает сценарий, который какой московский сценарист, который специализируется на экранизациях. Вот, то есть технически обработает, не влезая в собственное содержание. Вот. И это уже будет некой такой базой, с которой можно будет начинать. Вот. А дальше самая сложная проблема всегда – это проблема современной темы, это проблема картины с сегодняшним дня. И даже российская кинематография эту проблему никак не решает, потому что страшновато касаться современности. Вот. И там еще многие ни темы, ни сюжеты, ни приемы не отработаны. Вот. Но, тем не менее, эту задачу надо будет со временем решать. Но это, наверное, решать уже молодому поколению.